В поселке Цандрыб Гагарского района вот уже почти год, как остро стоит вопрос отсутствия бесперебойного энергоснабжения. Жители возмущены тем, что практически каждый час у них отключают электричество. Нередки случаи, когда без света остаются с интервалом по полчаса. Сария Ахба рассказала нам по телефону, с какими трудностями они сталкиваются. Портятся электроприборы, они просто перегорают. Те, кто живут в квартирах, они физически просто не могут их отапливать, эти квартиры, потому что за час квартира в принципе остывает. Не приготовить вовремя, не постирать. То есть это очень большие трудности, с которыми сталкивается все население этого поселка. Вот эта ситуация произошла на протяжении последнего года. И сотрудники вот этих подстанций ссылаются на то, что сейчас идет очень сильная нагрузка, то есть зимой идет сильная нагрузка. Вот. То, что летом тоже есть нагрузка, но как-то они считают, что зимой нагрузка больше. Я думаю, что наличие вот этих вот аппаратов, которые сегодня в нашей стране стали, вы сами знаете, какой-то сильной проблемой, здесь, в этом поселке тоже, безусловно, это существует. Я думаю, что они в каких-то локальных местах сосредоточены в большом количестве, и именно по этой причине у нас нет света. Именно по этой причине они ссылаются на то, что то железная дорога, то еще там какие-то, в общем, нелепые отговорки. Но я считаю, что все-таки это из-за большого количества маленького аппарата. В настоящее время часть поселка Цандрыбш получает электроэнергию от подстанции Гечрибш. Другая часть и близлежащие села от тяговой подстанции Цандрыбш, которая находится на балансе республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога». Потребителями электроэнергии от тяговых подстанций всегда были объекты народного хозяйства, то есть предприятия АЖД, а также население близлежащих территорий. На подстанции Цандрыбш-Тяга установлен один трансформатор мощностью 10 мегаватт. По словам сотрудников подстанции, ранее здесь было два трансформатора, суммарная мощность которых была меньше. В 2007 году их заменили на один трансформатор, но уже с большей мощностью. Этого было достаточно на нужды населения и АЖД. Однако за последние 15 лет нагрузки на подстанцию выросли на 8 мегаватт, что приводит к частым аварийным отключениям электричества. На данный момент ситуация достигла критической отметки. Люди остаются без света по 8 часов в сутки. Вот один из более загруженных фидеров, это фермзавод. Вот, посмотрите даже, как стрелка зашкаливает. Это его уже предел практически, скоро он выключится. Потребляет вот этот 8 мегаватт. Он очень много потребляет. Вот есть у нас еще один фидер, щепзавод, который потребляет в данный момент 2 мегаватта. Вот. Просто потому, что эта часть мало людей, поэтому мало потребляет. А вот этот основной, вот, который защищает трансформатор, он практически уже на пределе. Еще немного, и он защитит трансформатор, и сработает автоматика, он выключится. Когда выключается защита трансформатора, нам приходится выключать часть поселка на час. Потому что на большее мы не можем выключить, у людей все сразу за 2 часа, за 3 часа мерзнет, и, соответственно, потом это все обратно не согреется. После часа выключаем вот этот загруженный. И вот так в сутки по 8 часов то один не имеет свет, часть поселка, то второй не имеет. Стабилизируется это все более к 12 часам, когда люди ложатся спать, все выключают. И вот эта нагрузка падает совсем на чуть-чуть, на 450. На 450 падает, максимально у него 525, он выключается. На подстанции строго ведется журнал регистрации отключений, по которому видно, насколько часто здесь отключают электричество. Что касается самого оборудования, то оно 50-х годов и часто выходит из строя. Сотрудники подстанции своими силами вынуждены исправлять поломки, чтобы не оставлять железную дорогу и население полностью без электричества. При прохождении поездов на данном участке, чтобы исключить отключение всей подстанции из-за высоких нагрузок, Абхазская железная дорога вынуждена отключать фидера на тяговой подстанции Цандрыбш. В сложившейся ситуации об увеличении числа поездов на электротяге АЖД и речи быть не может. Летом появляются пассажирские поезда российские. Уже есть требования к нам, чтобы мы переходили на электротягу, но мы сегодня не можем обеспечить стабильное электроснабжение электровозов, допустим, для тяги пассажирских поездов. Поэтому мы отказываемся. Мы говорим, что
мы не можем сегодня вам обеспечить бесперебойное и нормальное электроснабжение пассажирским поездам. Поэтому перевозки осуществляем на тепловозной тяге по пассажирским поездам российским, хотя это и экология, и все остальное, свои минусы имеются. И в этой ситуации, естественно, мы уже не можем говорить о том, чтобы дальше развиваться, скажем, больше поездов пропускать. Как говорят на предприятии АЖД, до 1990 года потребление электроэнергии на тяговых подстанциях выглядело следующим образом. 70-80% приходилось на железную дорогу, 20-30% на сторонних потребителей. Сейчас же картина изменилась. До 95% уходит к сторонним потребителям и только 5% электроэнергии на железную дорогу. Подключение населения и других потребителей в Цандрипше происходит без учета технических возможностей тяговой подстанции. А вместе с резким увеличением потребления приводит к той печальной ситуации, которая есть, говорят специалисты Абхазской железной дороги. При этом наш силовой трансформатор, который стоит на Цандрипше, номинальная его нагрузка по току всего 525 ампер. Они уже суммарно выдают нагрузку до 570 ампер. То есть создается аварийная ситуация. При этом, естественно, защита срабатывает, и вся подстанция останавливается. Леонид Курва также сообщил, что взаимодействие между железной дорогой, Черноморэнерго и РЭСами регламентируется постановлением Кабинета министров. Мы, Абхазская железная дорога, согласно постановлению, являемся, скажем, потребителем электроэнергии, то есть, какую-то часть электроэнергии покупаем у Черномора или у районной электросети, потребляем, и за этот объем мы производим оплату по установленному тарифу. Напряжение уровнем 110 киловольт, которое мы принимаем на подстанции тяговой Цандрипш, для передачи отходящим фидерам мы должны его понизить до 10 киловольт трансформатором. И за эту работу потом передача через фидера населению, за эту работу еще Черноморэнерго или районная электросеть нам производит оплату по установленному тарифу за переработку электроэнергии. Мы обратились в администрацию Гагарского района, чтобы узнать, есть ли выход из сложившейся критической ситуации с электроснабжением в Цандрипше. В администрации нам сказали о том, что планируется закуп нового трансформатора мощностью 16 мегаватт. Работа ведется совместно с Черноморэнерго. Администрация Гагарского района предпринимает все меры, чтобы закупить новый трансформатор. Он будет дублирующий, будет стоять 2 трансформатора, чтобы население не зависело от железной дороги. Там строятся гостиницы новые, потребление, естественно, увеличивается. Со временем это проблема не сегодняшнего дня, это по накопительной системе уже долгие годы, по чуть-чуть мы все увеличиваем и увеличиваем нагрузку. Сейчас этот приобретенный трансформатор, я думаю, что решит проблему во многом, и у населения не будет таких проблем с подачей электроэнергии. Не секрет, что помимо отопительных электроприборов, которые включают во всех домах в зимний период, причинами больших нагрузок являются еще и майнинговые аппараты. По словам первого заместителя главы администрации Гагарского района Адамура Цышба, в районе регулярно ведется работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности майнинговых аппаратов. Постоянно проводится мониторинг ситуации по выявлению ферм, но ферм нету, есть какие-то мелкие, там у кого-то в сарае стоит, у кого-то в домах стоит по 3, по 5 штучек. Но в целом ситуация такая, чтобы что-то крупного, ничего нету. Сколько уже было изъято? В этом году проводились мероприятия, было изъято небольшое количество, около 30-40 штук. А возможно, что есть крупные фермы, просто пока вы их не выявили? Ситуация постоянно мониторится. Я думаю, что если не под землей где-то, то навряд ли где-то есть. В советские годы и некоторое послевоенное время часть поселка Цандрипш и близлежащие села электроэнергией обеспечивала Багран ГЭС. Мы попытались узнать и о ее судьбе. Как сообщил Адамур Цышба, ГЭС в настоящее время не функционирует. И о статусе гидроэлектростанции ему мало что известно. Мы связались по телефону с директором муниципального
генерального унитарного предприятия «Махадырская ГЭС» Станиславом Хишбом. Он рассказал, что ГЭС приостановила работу в 2008 году из-за обветшалости оборудования. Стоит отметить, что еще в советские годы название гидроэлектростанции было межколхозное. Впоследствии ее переименовали в МУП «Махадырская ГЭС», которая по оптовой цене покупает электричество у Черноморэнерго и продает населению. Ну, Багнаргэс организация называется, а ГЭС сам по себе не работает, но те же функции остались у нас, и мы за счет договора с Черноморэнерго покупаем электроэнергию и по этим же линиям передаем. Просто Багнаргэс уже не вырабатывает. Естественно, мощности, которые не хватали, которые вырабатывал ГЭС, приходится нам покупать у Черноморэнерго. Багнаргэс находится у частного, да, лица? На этот вопрос я вам не могу ответить, потому как имущество Багнаргэса и все принадлежит администрации города Гагра, не хозяева. Я человек, который выполняет свою работу на своем месте, то есть подача электроэнергии, сбор за свет, что собираем, ремонт оборудования, столбов и все такое. То есть я простой бригадир, то, что должность звучит как директор, сильно звучит. А так я простой, получаюсь, электрик. И я не могу на этот вопрос ответить, потому что я не знаю. Статус его пока не определен, выходит, так? Либо он просто принадлежит Гагрской? Да, это естественно, да, он естественно принадлежит Гагры. Гидроэлектростанция расположена в селе Хышха, примерно в 15-17 километрах от поселка Цандрипш. Ее распределительные сети питаются от подстанции Цандрипш-Тяга. По словам главного инженера Черноморэнерго Тимура Кация, распределительные сети ГЭС планировалось передать Черноморэнерго. Само ГЭС в аренду кому-то передано. Она питала часть, там около Багнаргэса, и там свои распредсети, свои, как отдельное хозяйство, еще с советских времен было. Распредсети посчитали, посмотрели, должны передать нам. Немножко зависло так. Кому передано в аренду ГЭС, нам узнать не удалось. Говоря о приобретении нового трансформатора мощностью 16 мегаватт, который решил бы проблему бесперебойного электроснабжения в Цандрипше, Тимур Каци рассказал, что на данном этапе Черноморэнерго составляет проектную смету. Я лично ездил туда, описал все. Сейчас наши сметчики считают, необходимо приобрести трансформатор, но трансформатор, голый трансформатор не это самое, там к нему еще много. В общем-то, цена трансформатора еще столько же на распредсети, распределительное оборудование, не выключателя с высокой стороны, ничего там нет, его там давно уже нет. Вот это мы будем нам дано задание, будем осуществлять. Это зиме, это точно не это. Ты трансформатор закажешь, он 2, 3, 4 месяца только изготавливается. Сейчас готовый трансформатор, чтобы там стоял, ни один завод просто так готовый не это самое заказываешь, делать любое оборудование. Чтобы у них там на складе что-то стояло, так сейчас в наше время это не практикуется вообще. Следующее, наверное, к осени вот так вот. Если это все оборудование здесь было бы, допустим, да, можно это за месяц-два собрать все. Там и работы, серьезные работы. По словам Каца, главной причиной высоких нагрузок на электросети являются незаконные подключения к ним майнинг-оборудования, что, безусловно, приводит к авариям на подстанциях. Вот если такой сравнительный анализ вести, предыдущие года и это самое, ничего особого в Абхазии не это самое строительство какого-то особого не всегда там 5, 6, 10% рост ежегодный был, а сейчас на 30-40%, на 30% минимум выросло, резко. Ответ есть. Майнинговые фермы, сейчас трудно их уловить, они, которые большие разоблачили, все рассыпались по 5-10 штук по домам, по квартирам, а нагрузка также осталась в сумме. Вот так вот. Есть и крупные тоже есть. Вылавливают, сейчас недавно тоже было. По словам специалистов, одним из выходов выведения республики из энергетического кризиса является эффективная работа по выявлению и пресечению майнинговых ферм. Алика Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение.